день, в эфире «Вести Саратов». О самых значимых событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты. Я Елена Макарова. Смотрите выпуски. А сейчас телеканал «Россия», канал РЕН-ТВ проведут собственное расследование. Правительство Саратовской области и Республика Ингушетия заключили соглашение о сотрудничестве. Первым результатом соглашения стал пресс-тур в республику для саратовских журналистов. Там мы увидели не только красоты Северного Кавказа, но и познакомились с историей, экономикой, культурой и социальной сферой Ингушетии. Я думаю, что все прошло чудесно, проходит, вернее, в моей памяти, я никогда не забуду. Объектив вам протереть. Наши конкуренты. Но у них не получится сделать сюжет лучше, чем у нас. Несколько сюжетов. Какой он бродил. Так, даже можешь не пробовать себя видеть корреспондента, все равно не получается. Ее вход находится на уровне... Я спинаюсь тут. Так, первое поздравление. Это снимаете уже, да? Но потом вычислить. Причем построена она была еще древними племенами, давным-давно. Защитники поднимались по специальному бревну и затаскивали его за собой, чтобы враги не могли подняться. Все, no press. Она счастлива, что едет на работу, ей завтра на работу, она очень счастлива. Она уже готова уже сейчас монтировать сюжет, она все видит. Прямо сейчас я приеду 10:30 вечера, и я, наверное, отправлюсь на студию. Переотдыхала девочка просто. Да, я очень много отдыхала, поэтому сейчас я буду четко до часу, до 2 ночи сидеть, отсматривать, писать. За дикую горную Ингушетию. Просто за горную Ингушетию. Телевидение там какое, да? Я бы сказал, здание у телевидения Здание какое. Какой там ньюзрум? Ньюзрум. Вообще просто обзавидоваться. Конечно, грустно уезжать, потому что лучше гор могут быть только горы. У нас вот перед нами калейдоскоп событий, он все запечатлел, правда не так, как мы, вот в его мозгу сейчас абсолютно другая картинка, не обращайте внимания. Это будет взгляд с другой стороны. Как на самом деле выглядит Ингушетия вот у этого человека? С другой стороны. Стреляют, все стреляют. Ну, стрельбы не было, а мяса было много. Про местные блюда. Они очень одинаковые, скажем так. Мясо. Вареное. Но с разными ингредиентами. То надо макать, то не надо макать. Не знаю.
давать. Да, Надо то заедать. заедать, да. В общем, они в этом плане очень сообразительный народ, изобретательный. Брали Лепешки были вообще, это как в раю оказываешься. Но когда выходишь из этого рая, такое ощущение, что ты такая жирная корова. Кроме лепешек, давайте поговорим об обилии местной кухни. Это пипец, это пипец. Я больше есть не буду. Это все Вообще никакого. Что больше всего тебе запомнилось в Ингушетии, кроме мяса? Горы. Коры? Горы. Коры. Горы. Горы. Коры. Горы, то есть мы. Горы были Понятно. великолепны. Ты долез до самой макушки? Юра, наконец-то, тебя снимают. Ты можешь Пожалуйста, говорить все, что будь угодно. здоров. Чувствовать себя корреспондентом, записывать стендап. Все что угодно. Но почему ты до сих пор работаешь оператором, выстраиваешь свет, непонятно. Твой звездный час настал. Давай, работай. Что ты держишь микрофон? Вот так держи его. Вот так. Так много женщин интересно. Мог себе вторую жену найти. Да. Там это можно. Кстати, не понравилось тебе этот А закон? можно звонок другу? Он там нашел свою судьбу, своего художника. Строили. И правда на яйцах? Да чьих, как яйца? Я согласен с предыдущими ораторами, кто так ярко описывали свои впечатления там, про мясо, про горы. Там. Мне больше всего понравилось, что во всей Ингушетии нигде не продавал спиртного. Елена, пожалуйста, расскажите нам. Мы знаем, что у вас в Ингушетии было очень много впечатлений. В том числе мы не единожды слышали это загадочное слово «судьба». Когда тебя увидел, понял я, всем сердцем полюбил за красоту. В этом деле я прям на 100% вот отдался судьбе. Одну тебя, люблю твои глаза, твою улыбку. Сейчас надуть. И твой смех, и для меня, конечно, ты дороже лучших всех. Препятствий никаких не будет. Когда ты рядом, солнце свет совсем не нужен мне. А если нет тебя со мной, скучаю по тебе. И знаю точно, что судьбу свою с твоей свяжу. Другому не отдам и никогда не отпущу. Куда повернет шею, туда и голова идет. Сюда повернет, и сюда голова идет. Куда ему деться? Тебе скажу, родная, пусть все об этом знают. Моей невестой стала ты, тебя я обожаю. Других не замечаю, я без тебя скучаю. Счастливой самой будешь ты со мной, я обещаю. Итак, сейчас мы узнаем, кто же стал судьбой Елены. Кто слабое звено? Мне нравятся кавказские мужчины. Черненькие, кореглазые, прям в моем вкусе. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Не переключайтесь.